Детская психиатрия представляет собой одну из наиболее проблемных областей современной медицины. Это обусловлено ростом ментальных нарушений у детей и подростков, недостаточной поздней выявляемостью этих расстройств, диагностическими трудностями. В нашей стране немало детей с различными психоневрологическими заболеваниями. В то же время в республике отсутствует психоневрологическое отделение, где бы могли пройти необходимый курс лечения дети с такими проблемами. Существует и острая нехватка профильных специалистов. Вообще сферу детской психологии и психиатрии нельзя игнорировать, поэтому мы инициировали такой круглый стол, на котором присутствуют и представители Министерства здравоохранения Абхазии, руководители детских больниц, поликлиник, практикующие психологи, детский психиатр Абхазии, педиатры, неврологи, представители попечительского совета фонда и приглашенный специалист, детский психиатр из России. Важно уделить особое внимание детской психиатрии. Если игнорировать детей с психическими заболеваниями сейчас, то в будущем из них вырастут социально опасные для общества и для самих себя люди. Специалисты едины во мнении, что в Абхазии необходимо открыть детское централизованное психоневрологическое отделение. Сейчас что происходит? Пациенты распределены, разбросаны по педиатрам, по неврологам, по психологам. Кому-то из них везет, они выходят в более или менее ровное состояние, как-то компенсируются в социуме и так далее. Но большой процент из них в дальнейшем ухудшается, потому что маршрут не нарисован действий, и они уже поздно обращаются к психиатру, когда, опять же, есть централизованное место, помимо обследований других врачей, и психиатр пишет свое заключение, это тоже идет в статистику, то есть вот это вот большая проблема. Таким образом, мы не можем видеть общую картину в стране, что происходит у нас и какой процент заболеваемости. Мы не можем делать выводы, потому что у нас нет статистики. А статистики нет, потому что нам не на что опереться. В обществе очень много стереотипов относительно психических расстройств и заболеваний у детей. Зачастую родители не готовы принять тот факт, что у их ребенка есть проблемы в этой области. Они воспринимают это как некий признак неблагополучия и скрывают от окружающих. Это родители, которые в первую очередь не принимают своих детей такие, какие они есть. Это касается детей с аутизмом, с эпилепсией, которые отрицают таких детей. Они в первую очередь, у них стадия отрицания. Они не могут принять, что у них такой ребенок. И почему-то так сложилось, их немало в наше время, больше только становится, что в социуме стыдно озвучить, что такой ребенок. Вот социально это как-то для них аморально и асоциально, могу даже так озвучить. Тут нужно и родителей прорабатывать, потому что тот родитель, который не может принять, и общество, соответственно, не может принять такого. В первую очередь должен родитель принять такого ребенка, а потом уже дальше социально социализировать и работать. Чтобы своевременно обнаружить те или иные заболевания у ребенка и начать лечение, необходимо провести минимальные обследования, такие как энцефалограмма, МРТ и УЗИ сосудов, считает невролог Альбина Ходжава. То есть вот эти три компонента, если не будут сделаны, то есть разговор с психиатром, в принципе, может, и уже и не нужен будет, если, допустим, выявляется диагноз. Что касается эпилепсии, конечно, если там страдает когнитивные функции, конечно же, коррекция должна быть обязательно совместно с психиатром. То есть мы должны там учитывать все эти критерии. То есть я бы, наверное, вот с таких вот, на педиатров будет ложиться, конечно, отбор этих детей, а дальше уже там профилактические и острые состояния. Участники круглого стола подробнее рассказали, с какими случаями они сталкиваются в работе. Приглашенный специалист из России, детский подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова отметила, что наблюдается рост заболеваемости психоневрологическими заболеваниями не только в Абхазии, но и во всем мире. Оксана Мельникова дала рекомендации своим абхазским коллегам. Важно именно разграничить, потому что важно прогноз и как вести путь, маршрут. Если это в рамках шизофрении, то ребенок нуждается в лечении, и в лечении на долгие-долгие годы. Если это не шизофренический спектр, тогда большой акцент нужно на реабилитацию. Это психологи, педагоги, дефектологи, логопеды. Если это эпилептического генеза, Ландау-Клефнера, когда есть очаг и расположены в височной области, а будет клинических судорог нет, а речи тоже нет.
И вот здесь, если мы будем назначать наотропную терапию, мы наоборот ухудшим ситуацию, а не поможем, навредим. Организация психолога медико-социального сопровождения детей с психическими расстройствами подразумевает создание системы оказания комплексной медико-социальной помощи детям и подросткам с психическими расстройствами, включающей задействование мер психологического, медицинского и социального сопровождения. Альга Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение.